Доброй ночи. Телеканал АТР продолжает работу в прямом эфире. Сейчас время Минимджа. Сегодня вести эту рубрику очередь моя. Я Юрий Мацарский. Добрый вечер еще раз. Ну что ж, и начинаем сразу, наверное, с самой значимой, самой звучной новости. А начинаем с Сирии. Там очень много всего происходит, причем даже не за последние дни, а можно прямо сказать, за последние годы. Война длится уже скоро 7 лет, конца и края ей не видно. Все новые и новые участники в нее втягиваются. Ну и старые, кстати, время от времени дают о себе знать. На этой неделе о себе дали знать россияне, российские наемники, вернее, в конце прошлой недели. Судя по сообщениям, которые приходят, в том числе из американских СМИ, эти самые россияне, судя по всему, не кадровые военные, а российские наемники, попали под обстрел. А обстреляли их не какие-нибудь там игиловцы бородатые или Джабхат ан-Нусра, которые давно не существуют, но с которой все до сих пор еще воюет российский генштаб. А обстреляли их, судя по всему, американцы. Ну, по крайней мере, это очевидно из тех заявлений, которые уже сделаны как американскими журналистами, так и американскими военными, кстати, часто в интервью этим самым американским журналистам. Итак, попытаемся понять, что же произошло. Судя по всему, в конце минувшей недели кто-то из чиновников или генералов Башара Асада, возможно, по согласованию с Кремлем, возможно, по согласованию с кем-то из российских офицеров, решил немножко расширить границы своих владений и занять часть той территории, которая контролировалась не его ребятами, не его, скажем так, ополченцами. Тут краткая ремарка. Россия, прошу прощения, чуть-чуть поторопился, про Россию сказав, в Сирии как единого государства сейчас не существует. Существует территория бывшей Сирийской Арабской Республики, которую раздирают на части самые разные группировки, самые разные силы, иногда даже самые разные страны. Часть этих территорий контролируется даже не столько самой сирийской армией, сколько союзниками сирийской армии. Это в первую очередь Россия и Иран, ну и отчасти еще ливанская Хизбалла. Другие части этой бывшей уже Сирии контролируются, например, курдским ополчением, курдскими общинами, но и часто этим курдам помогает не кто-нибудь, а американцы. Вот, собственно, на вот таких вот союзных курдам-американцам и нарвались асадовцы и российские наемники. Как развивались события? Как я уже сказал, кто-то из местных чиновников или кто-то из местных военачальников решил взять под свой контроль часть нефтяной инфраструктуры, которая находилась не на его территории, а на территории, вот, собственно, курдской. Судя по всему, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе. Просто так, конечно, ничего не делается. Тем более недалеко от этого самого нефтеперерабатывающего завода было расположение боевых частей курдских. Поэтому россияне, асадиты открыли огонь. К счастью для тех, кто находился на этих позициях, не добили россияне и их союзники. Артиллерия был артиллерийский огонь и, судя по всему, огонь из танков. Но как они поступили? Поступили следующим образом. Так как в это время в штабе курдском находился еще и представитель американского командования, ну или, по крайней мере, офицер, то по давней, выработанной в американской армии давным-давно схеме было вызвано подкреплением с воздуха. И прилетели птички. Птички непростые. Прилетели боевые вертолеты и боевые самолеты, в том числе огромный, чудовищный, просто невероятной мощи Си-130, самолет, который буквально обвешан самым разным вооружением, который вот он летит. Он применялся еще во Вьетнаме, но вот прославился в афганской операции. Его афганские талибы прозвали ангелом смерти за вот эти вот крылья, которые он выпускает. Это тепловые ловушки для тех ракет, которые на него могут попытаться навести. Так вот, получилось так, что нечего было противопоставить ни россиянам, ни их сирийским союзникам мощи американских военно-воздушных сил по той простой причине, что не было у них с собой никаких средств ПВО, даже носимых. Даже вот ПЗРК «Игла», вроде той, из которой был сбит совсем недавно, я об этом рассказывал, российский же самолет в Сирии.
То есть, по большому счету, их просто расстреляли. И даже канал CNN выложил видео, которое, судя по всему, вот зафиксировало как раз с самолета, с одной из единиц авиации, которая зафиксировала это самое избиение. Судя по всему, это именно эта история. По крайней мере, больше похоже именно на сирийскую пустыню, то, что снято на этих кадрах, потому что то, что раньше показывали, очевидно было снято в Афганистане. Пытались выдавать кадры за вот именно расстрел российских наемников и сирийцев, их сирийских союзников. Кадры, которые, судя по всему, несколько назад были сняты в Афганистане, но это видео CNN, судя по всему, настоящее. Кстати, вот всю эту историю о расстреле, естественно, узнали не от Кремля и не от Российского Министерства обороны, и тем более не от Российского Генштаба, который, как я уже сказал, все еще воюет с какими-то вымышленными противниками. Телеканал CBS первый об этом сообщил. Но ни у CBS, ни у других американских и западных СМИ нет полной картины того, что же все-таки произошло, а главное, сколько человек погибло. Вот это сейчас пытаются разузнать в том числе и российские журналисты, и независимые исследовательские конторы, такие как, например, Conflict Intelligence Team. Уже известно по разным данным фамилии от 5 до 13 россиян погибших. Ну и вот, как я уже неоднократно их называл наемниками, это действительно наемники, потому что, судя по всему, они не солдаты, может быть, не офицеры, они не числятся, вероятнее всего, в штатных списках Министерства обороны Российской Федерации. Это те ребята, которые пришли убивать за деньги. Собственно, в России, кстати, несмотря на то, что называется частная военная компания, Вагнера и так далее, в России, даже в России они все равно считаются наемниками. И это уголовная статья. В России нет никакого законодательства, которое регулировало бы работу любых частных военных компаний, каких угодно. Поэтому все они, по большому счету, наемники, а значит, преступники. И то, что сейчас они получают там 2, 3, иногда 5 тысяч долларов, ничего не значит, потому что завтра Кремлю они будут не нужны, они включат заднюю в этом самом Кремле, и всех этих ребят преспокойно пустят вот по этой самой статье на наемничество. Пойдут они сначала, порезвившись в Луганске, в Донецке, а потом в Сирии, пойдут они топтать, я прошу прощения за такое выражение, зону. ЧВК Вагнера, судя по всему, это были именно они. По крайней мере, уже есть сведения о нескольких людях, которые, судя по всему, погибли там. И все они так или иначе имеют отношение к этому самому Вагнеру. А почему Вагнер? Не потому, что он родственник или однофамилец даже композитора немецкого. Его фамилия Уткин, главы этой самой военной компании, основатель этой самой военной компании. А Вагнер, он потому, что он большой любитель эстетики Третьего рейха. По-нашему, по-простому говоря, нацист законченный. Прославился, например, тем, что в Луганске, в оккупированном российскими войсками и наемниками, ходил в шлеме, в стальном шлеме Третьего рейха. То есть вот он настолько в этой самой эстетике, что даже вот антифашисты, поднявшиеся в Луганске защитить свою землю от страшных бандеровцев, вынуждены были надеть стальные шлемы, как их герои из Третьего рейха. Такая вот, в общем, история получается, такая петрушка. Уже есть некоторые сведения о погибших. Например, известно, что среди этих погибших был один из так называемых нацболов, лимоновцев, активистов другой России, Кирилл Ананьев его зовут. Он, кстати, в 2006 году подвергся избиениям со стороны ФСБ. Его задержали в одном из сибирских, по-моему, городов, когда он пытался передать представителям немецкого правительства записку с надписью «Путин преступник». Его очень долго преследовали в Российской Федерации. В итоге он незадолго до Майдана сбежал в Киев. Но самое интересное, вот после того, как он уже здесь в Киеве окончательно обустроился, даже какую-то работу нашел, случился Майдан, после Майдана российская агрессия, он вернулся в Россию, стал наемником, воевал где-то в этих самых фейковых республиках, естественно, на стороне фейковых правительств, ну то есть марионеток кремлевских, потом отправился в Сирию, где, вероятнее всего, командовал артиллерийским расчетом. Вот он точно погиб, про это уже известно, сообщили об этом его товарищи по этой самой партии «Другая Россия». Удивительная метаморфоза. То он был против Путина, то пошел убивать людей за Путина в Луганске и в Дер-эз-Зоре. Ну, что с людьми происходит? Как это? Ну, объяснений нет. Но есть еще несколько людей, которые тоже, судя по всему, погибли. Вот, например, издание российское «Знак.ком»
записала интервью с женой Станислава Матвеева, 38-летнего, который, судя по всему, тоже там погиб. По крайней мере, ей так сообщили. Зовут ее, эту жену, Елена. Короткий кусочек этого сюжета предлагаю вам сейчас посмотреть. Потом объясню, что с этим сюжетом не так. Просто как собак там расстреляли. Как крыс подобных. Это не парни-то даже не знают, что их там видят, что они как кролики там, как вот вообще мыши. Их отсвечивают, они не могут никуда спрятаться. А вы-то знали, что он в 5-й роте-то служит или нет? Мы вообще не знаем, в какой он роте, да? Что он очень скрытный у нас был. Он у меня, когда на Донбасс поехал, сказал, что он поехал в домам, домики строить для беженцев. Я только через 2,5 месяца узнала, что он у меня на Донбассе служит. Имя Вагнер-то вы слышали? Отряд Вагнера? Ну, от жен я слышала, но это уже... Уткин фамилию Вагнера, настоящая фамилия. Не слышали? Не говорили вам? Итак, что не так с этим видео? В первую очередь, конечно, это вот эти истории о том, что он поехал домики строить для беженцев куда-то в Донбасс. Понятно, что все это выдумка, понятно, что все они прекрасно понимали, чем человек этот занимается на украинской земле. Понятно, что никто не ездил строить домики. Понятно, что если кто-то приезжал, то в лучшем случае для того, чтобы грабить и вывозить добро из временно оккупированных областей Украины, в худшем случае для того, чтобы убивать украинцев на их собственной земле. Второй момент, что совсем не так в этом видео. Журналисты «Знаком» написали, что жена погибшего россиянина на своем мобильном телефоне показывает видеозапись того, как убивали ее мужа и его товарищей. На самом деле это запись кадров из видеоигры, из компьютерной игры. Не в первый раз она попадает в фейки, в информационные. В этот раз информационные фейки распространяют жены и родственники, другие родственники погибших россиян. А в прошлый раз эти же самые кадры выдавало не кто-нибудь, а Министерство обороны Российской Федерации. Через свои официальные каналы распространяло это видео. Еще раз повторюсь, это видео просто набор пикселей из компьютерной игры. Не имеет никакого отношения к реальности. Так вот, Министерство обороны Российской Федерации выдавало его за некое железное подтверждение того, что американцы бомбят конвои, те конвои, которые идут воевать с ИГИЛ и другими группировками. То есть, все у них так. Кругом фейки, кругом какие-то недоделки. Причем, такие ляпы. Мне кажется, первоклассник бы понял, что нельзя ставить видео из игры. Все поймут. Если не все поймут, так найдутся специалисты, которые объясняют. Но нет, все равно все это гуляет, все эти фейки перерождаются заново. В следующий раз, думаю, мы увидим еще какие-нибудь скриншоты, еще какие-нибудь видео из других компьютерных игр, с объяснением, что это опять злые американцы или еще что-нибудь произошло. Зачем все эти люди гибнут? Как я уже сказал, судя по всему, целью рейда, который привел к этим последствиям, страшно печальным для многих россиян и для многих сирийцев, стала попытка завладеть нефтеперерабатывающим заводом. Что у них вышло или не вышло, мы понимаем, что если их разбомбили почти всех, данные о погибших разнятся. Где-то говорится о 50, где-то о 30, до 600 человек погибших. Пока не буду никакой из этих цифр склоняться, потому что никаких подтверждений нет. Но еще в прошлом году российское издание «Фонтанка.ру» писало о том, что вся эта война не ради каких-то там безумно братских хороших отношений с Башаром Асадом и не ради победы над терроризмом на дальних подступах, как долго врал Путин, что все это на самом деле ради нефти. Вот в распоряжение этой самой Фонтанки.ру в прошлом году попали документы, которые свидетельствовали о том, что компании, близкой к одному из ближайших друзей, прошу прощения за тавтологию, Путина, господину Пригожина, полагается четверть всех нефтяных запасов в Сирии после победы над противниками, собственно, нынешнего сирийского президента. Причем полагается не просто так, а в обмен на то, что эти нефтяные поля будут отвоеваны, и нефтяная инфраструктура тоже отвоевана и потом удержаны. Собственно, все те люди, которые едут сейчас убивать людей в Сирию, они должны понимать, что они это делают не ради каких-то высоких идеалов, а для того, чтобы очередной путинский дружок из кооператива «Озеро» или каких-нибудь других организаций получил свою нефтяную вышку. Чаще всего не первую, не десятую, даже не сотую. Поэтому если вы смотрите нас сейчас,
подумайте еще раз, стоит ли оно того? Стоит ли ехать куда-то убивать людей в Сирию или в Луганск, или в Крым, ли, ради того, чтобы какой-нибудь из путинских дружков себе очередной миллиард заработал? Ну, вопрос, конечно, риторический, то есть, вернее, обращение мое риторическое. Те люди, которые подписывают документы, в которых берут на себя обязательства убивать кого бы то ни было, независимо от того, куда их пошлют это делать, ну, они не приспособлены для критического мышления. Они не могут оценить обстановку. Но, значит, их удел действительно гибнуть под пулями, бомбами американских, дай бог, и украинских военных. Но в Сирии, кстати, продолжается война не только россиян с курдами, американцами. В Сирии продолжается еще и противостояние такое вынесенное за пределы этих двух стран, Израиля и Ирана. И оно совсем недавно вышло на новый уровень. Все началось с того, что на территорию Израиля залетел иранский беспилотник, иранский дрон. Судя по всему, это дрон под названием «Симург». Такая мифическая птица, как раз из персидской мифологии. Птица Симург залетела на территорию Израиля для того, чтобы провести разведку. В ответ Израиль поднял самолеты для того, чтобы разнести в пух и прах ряд объектов именно иранских на сирийской территории. Иран, еще раз повторю, один из главных союзников. Фактически на иранских штыках в свое время удержался Башар Асад, один из главных союзников сейчас действующего сирийского правительства. А вот израильтяне подняли самолеты для того, чтобы разнести несколько объектов. В первую очередь это те объекты, с которых осуществляется, вернее, уже осуществлялось управление беспилотниками. В ответ сирийцы, судя по всему, это были именно сирийцы, смогли подбить один из израильских самолетов. Это произошло впервые вообще за всю историю нынешней войны, несмотря на то, что очень активно Израиль применяет свою авиацию на сирийской территории, в том числе бомбит, например, объекты в ближних пригородах столицы Сирии Дамаска. Но вот только впервые за все это время удалось сирийцам сбить израильский самолет. Там, конечно, настоящий праздник сейчас вот на улице тех, кто поддерживает Башара Асада, естественно, в правительстве в сирийском. Но что самое интересное, судя по всему, сработала система противоракеты в израильском самолете. Был перехвачен снаряд сирийский на подлете, поэтому самолет, хотя и сильно пострадал, но смог дотянуть до израильской территории, вернуться из сирийского воздушного пространства в израильское. Там спокойно катапультировались оба пилота, то есть пилот и оператор вооружения. Они спокойно катапультировались, приземлились, сейчас находятся в больнице. Самолет, естественно, погиб. Ну, собственно, для сирийцев праздник, что они смогли сбить самолет. Для израильтян праздник, что был сбит только самолет, люди не погибли, даже толком не пострадали, смогли спокойно приземлиться на своей территории, не попасть в плен, ни куда-то там исчезнуть. Так что, в общем, война продолжается. Сейчас короткая пауза, а потом еще про одну войну и про участие Израиля в ней, кстати. Египетская армия проводит крупномасштабную операцию на Синайском полуострове. Напомню, это самая северная территория Египта, граничит с Израилем и сектора Газа. Ну и, в общем, единственная египетская территория, которая находится не в Африке, а вот совсем на Ближнем Востоке, в Малой Азии, если так можно выразиться. Там давно уже, много лет, действуют группировки, совершенно неподконтрольные Каиру, которые, более того, пытаются устроить свои порядки. В том числе, кстати, там действует и так называемое исламское государство. Оно объявило там свой вилаят, то есть свою провинцию. Совсем недавно, кстати, уже в ходе этой самой операции против, в том числе, исламского государства, оно выпустило видео, почти 4-минутное видео о том, как они успешно воюют, о том, какую они там строят чуть ли не райскую жизнь. Такое видео, в общем, рассчитано на широкую аудиторию, потому что там какие-то виды красивые, даже котик есть, который вместе с бойцами бородатыми где-то там питается в Синайской пустыне. Отвлекся на котиков, о том, что происходит. Происходит крупномасштабная операция. Действительно, стянуто огромное количество сил сейчас туда, на Синайский полуостров. По данным на вот буквально сегодняшний день, 13 боевиков убито, и счет арестованных, задержанных и сдавшихся, кстати, в плен идет на десятки, а возможно уже и на сотни.
Что самое интересное, вот буквально за день или за два до того, как началась эта крупномасштабная операция на Синае, выяснилось, что очень активно против вот этих вот самых групп боевых, действующих на полуострове, работает Израиль, израильский ВВС. И по данным американских журналистов, по меньшей мере 100 боевых вылетов совершили израильские самолеты, вертолеты и беспилотники для поражения целей на территории соседнего государства, на территории Египта. Конечно, все это происходит не своевольно. Конечно, в отличие от Сирии, с которой у Израиля нет никаких дипломатических отношений, официально они находятся в стадии войны, но только вот такого шаткого перемирия, то с Египтом установлены дипломатические связи, с Египтом все хорошо, и координация с Каиром, конечно, у израильских властей есть. Предлагаю сюжет о, в общем, непростых, но крайне интересных взаимоотношениях Израиля и Египта посмотреть прямо сейчас. Египет был одним из тех арабских государств, что не признали решение ООН о создании Израиля и ввели свои регулярные войска на территорию еще даже не созданного, а лишь находящегося в стадии формирования государства. Несмотря на то, что на момент начала войны, весной 1948 года, единая израильская армия с четкой структурой подчинения и единым командованием еще только создавалась, обитатели еврейских поселений сумели дать отпор арабским армиям и отстоять право на собственное существование. Египет в той войне был представлен самой крупной из арабских армий. К северной границе государства было стянуто не менее 40 тысяч египетских солдат, авиация и наземная техника. Египетская армия смогла довольствоваться лишь оккупацией некоторых территорий Палестины, на которых, согласно плану ООН, должно было быть создано арабское государство. Контроль над этими территориями, включая сектор Газа и западный берег реки Иордан, Египет и его союзники потеряли в ходе следующего вооруженного противостояния – быстротечной шестидневной войны летом 1967-го. Более того, сирийские голландские высоты и египетский Синай оказались оккупированы Израилем. Синай вернулся в состав Египта лишь в начале 80-х, после еще одной войны. Кровавые попытки Дамаска и Каира летом 1973 года силой заставить Израиль отдать оккупированные им земли арабских соседей. Известная как война судного дня, эта провальная для Египта боевая операция вынудила Каир пересмотреть свое отношение к северному соседу. В конце 70-х египетский президент Анвар Садат прилетает в Израиль и выступает в Кнессете. Лед недоверия между государствами сломан. При посредничестве Соединенных Штатов страны подписывают мирный договор, а Израиль постепенно выводит войска и поселения из Синая, полностью возвращая полуостров под контроль Каира. С тех пор в отношении между двумя государствами возникал лишь один серьезный кризис. В 2011 году после революции к власти в Египте пришел президент Мохаммед Мурси, до избрания неоднократно позволявший себе оскорбительные высказывания в адрес всего еврейского народа. Израиль без особой огласки начал сокращать совместные с Египтом экономические проекты, но в 2013-м Мурси был свергнут египетскими офицерами, которые, придя к власти, смогли быстро восстановить все былые связи между двумя государствами. Вот смотрю на кадры с Тахрира, с революции египетской, прям сердце чаще бьется. Ну ладно, это лирика. Теперь вот к операции, что вообще происходит. Итак, Израиль и Египет вместе, ну, по крайней мере, согласованно друг с другом, воюют с группировками, которые на Синае не подчиняются, скажем так, Каиру, мягко говоря, скажем. Почему это все происходит? Потому что действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси, который, кстати, пришел к власти по итогам свержения предыдущего президента Мохаммеда Мурси, ему предстоит переизбрание. Судя по всему, сейчас объясню, почему судя по всему, уже через месяц с небольшим в Египте выборы президентские. Абдель Фаттах ас-Сиси, бывший военнокомандующий, главнокомандующий, вернее, армии Египта, он совсем недавно пообещал навести порядок там, на Синае, полностью подчинить полуостров центральному правительству Египта. Вот все это он пообещал как раз сделать к выборам. Ну, судя по всему, он не очень верит в то, что это получится, ну или, по крайней мере, решил подстраховаться каким-то образом, по той простой причине, что сейчас, вот кроме самого Сиси, зарегистрирован только один кандидат на президентских выборах, причем человек, который всячески рассказывает о том, что он поддерживает Абдель Фаттаха ас-Сиси и считает его самым лучшим президентом за всю историю Египта, что вот тот человек, который просто очень нужен сейчас. Вот этот человек на фото, его зовут Мустафа Муса, он, кстати, партийный, в отличие от Абдель Фаттаха ас-Сиси, тот беспартийный, ведет как независимый кандидат.
огромное количество других кандидатов, которые пытались зарегистрироваться, в том числе, например, племянник Анвара Садата, бывшего президента, он погиб, будучи президентом, о котором речь шла в сюжете, так или иначе вынуждены были выйти из гонки. Кто-то это сделал самостоятельно, а кого-то вынудили, например, после ареста или после возбуждения уголовных дел. Одним из таких людей стал бывший товарищ, бывший коллега действующего президента. Зовут его Сами Анан. Он бывший глава Генерального штаба Египта. У него, в общем, были неплохие шансы. Он достаточно популярен, по крайней мере, среди военных. Узнаваемый человек, который решил пойти из генералов в политику. И тут же против него было выдвинуто обвинение о том, что он собирался или намеревался передать каким-то третьим лицам данные, которые могли подорвать обороноспособность Египта или даже его лидерство. Прошу прощения, его лидеров, египетских лидеров. Кроме того, похожее обвинение предъявлено и его товарищу, которого зовут Хишам Дженена. Он был главным бухгалтером армейским. Вот предполагалось, что он у бывшего шефа Генштаба станет руководителем предвыборного штаба. Вот такая вот история. С Генштаба в предвыборный штаб не получилось, их осудили, поэтому сейчас официально зарегистрированы только два претендента на президентство. Действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси и вот тот человек, про которого я вам уже рассказал, Мустафа Муса. Но что самое интересное, вот выяснилось буквально несколько часов назад, к нему вдруг возникли претензии у избирательной комиссии. Выяснилось, что он не предоставил документы об университетском образовании, а людей без университетского образования не допускают к выборам на высший пост. И, в общем, в течение нескольких дней должно состояться судебное разбирательство по этому поводу. Все должно через суд решаться. Через суд нужно доказывать, что у него нет этой бумажки, что у него нет университетского образования. Ну, с большой долей вероятности и Муса тоже покинет список претендентов. И останется у египтян выбор между Абдель Фаттахом ас-Сиси и ничем. Такая вот история. А мы к следующей теме идем. Мало времени остается, много рассказывал про Сирию. Про Ирак сейчас расскажу. Уже так вкратце постараюсь. В Кувейте в соседнем с Ираком Кувейте прошла конференция, посвященная планам по восстановлению Ирака, исключительно пострадавшего, невероятно серьезно пострадавшего от войны, в первую очередь от войны с так называемым исламским государством. Это вот лагеря беженцев, они бесчисленные, какие-то огромные, в них живут миллионы человек, они больше похожи действительно на настоящие города, чем просто на какие-то палаточные такие собрания. Знаю, о чем я говорю, бывал там. Итак, сколько надо на восстановление? Об этом сообщили иракские власти. Они посчитали, что на восстановление потребуется 88 миллиардов 200 миллионов долларов. Сразу же, вот прямо сейчас необходимо примерно половина этой суммы, порядка 40, даже, наверное, ближе к 50 миллиардам, для того, чтобы просто дать людям возможность вернуться в дома, восстановить инфраструктуру, пускай самую простейшую, для того, чтобы люди могли выбраться из лагерей беженцев, из каких-то временных убежищ, от своих родственников переехать, которые спасались где-то в других регионах, в других городах. Вот на это требуются десятки миллиардов долларов. И где их взять, никто не знает. Чем-то могут помочь какие-нибудь фонды благотворительные. Они, кстати, активно там работают в Ираке почти с самого начала войны. Чем-то могут помочь другие государства. Вот, например, правительство Кувейта, судя по всему, выделит бывшему, кстати, агрессору какие-то суммы на восстановление. Но присутствовавшие на этой самой конференции американцы, там была делегация, они, напомню, оккупировали Ирак с 2003 по 2011 год. Но вот они ничего не заявили, никаких обязательств на себя не взяли по финансированию восстановления чудовищно разрушенной страны. То есть невероятно то, что там происходит. Хуже, наверное, только в Сирии, во всем мире можно представить себе разрушение. Например, город Мосул до сих пор стоит в руинах полностью, ничего от него не осталось. И близлежащие деревни и города тоже в таком же положении. И это не единственная история. Кругом такая разруха. Везде, где была война в Ираке, все разрушено в пыль, в какие-то щепки. К следующей, еще одной иракской теме идем.
не мог мимо этой новости пройти. Редко вот беру, чтобы две новости были из одного и того же региона, вернее, из одной и той же страны. Но, во-первых, Ирак очень люблю. Во-вторых, действительно очень интересная тема. Стоит на нее обратить внимание. Итак, в Ираке официальным багдадским правительством объявлен список 50 наиболее разыскиваемых преступников, собственно, этим самым правительством. 50 человек, которых считают главными врагами государства. В первую очередь, да почти исключительно этот список состоит из представителей так называемого исламского государства, раз, Аль-Каиды в Ираке, два, и партии Баас, три. Что это за партия такая, почему ее вдруг ее членов объявили главными врагами государства, предлагаю, ну, по крайней мере, понять из нашего короткого ролика об этом. Партия арабского социалистического возрождения, или коротко Баас, сформировалась в Сирии в середине 20 века. В основе идеологии партии лежал пан-арабизм – стремление к объединению всего арабского народа в едином государстве. Основатели Баас в те годы не признавали постколониального деления Ближнего Востока. Арабские государства в их представлении были всего лишь составными частями одной большой страны. Но лидеры партии смогли на собственном опыте понять, что это не так, и никакого единства в реальности не существует. Произошло это после раскола Баас из-за, как было объявлено официально, левого уклонизма части партийного актива. Уклонисты, подвергшиеся гонениям на родине, вынуждены были бежать из Сирии и строить свой арабский социализм уже в Ираке. В итоге обе части некогда единой партии стали правящими, каждая в своем государстве. Официально баасизма придерживались и Саддам Хусейн, и Хафез Асад, и его сын Башар. Но на деле речь шла и идет до сих пор об использовании лозунгов и былых достижений Баас в целях исключительно далеких от построения социалистического всеарабского государства. Панарабизм, основа основ партийной идеологии, не был близок ни Хусейну времен его президентства, ни кому-либо из Асадов. Политологи используют для описания характера правления Хусейна в Ираке термин «саддамизм», а его сирийских соседей – «асадизм». При ряде незначительных отличий саддамизм и асадизм объединяет одно – насаждаемая правительством идея незаменимости авторитарного правителя – при формальном провозглашении верности этого правителя идеалам пан-арабизма и социализма. Вот страшнее Аль-Каиды и ИГИЛ для нынешнего правительства в Ираке только предшественники, попередники, вот в частности Саддам Хусейн, вернее, в первую очередь Саддам Хусейн. Именно поэтому под запрет попала та партия, которую он много лет возглавлял, членом которой он десятилетиями являлся. Еще интересный момент. В списке есть люди, которые обвиняются как в сотрудничестве с Баас, так, например, и в сотрудничестве с ИГИЛ. Среди них даже первый человек в этом списке – это дочь Саддама Хусейна, Ракхат Хусейн, старший его ребенок, старшая его дочь. Вот, ну, если можно сказать, человек сложной судьбы, то это про нее можно сказать, потому что она в начале 80-х вышла замуж за очень влиятельного человека, который, как выяснилось, продавал вооружение и секреты, вернее, какие-то секреты оружейные спецслужбам западным. За это был убит. Собственно, его брат, который был женат на сестре Ракхат, тоже был убит. Чудовищная история. И она вот жила какое-то время с детьми, которых много успела родить от этого человека. После того, как ее отца свергли, была вынуждена бежать. Сейчас до недавнего времени считалось, что она живет в Иордании, в соседнем, не таком далеком от Ирака, Хашемитском королевстве. Собственно, правители которого, монархия которого обещала ей защиту. Но вот выяснилось, она, по крайней мере, после того, как ее включили в этот список, изданию Аль-Арабия сообщила, что больше не живет в Иордании и не хочет сообщать, где она сейчас находится. В общем, понятно, она опасается за свою жизнь. Вот ее обвиняют как в сотрудничестве с партией Баас, так и в поддержке этих самых так называемых игиловцев, которые вот устроили оккупацию значительной части Ирака, но вот которые официально, по крайней мере, с точки зрения официального Багдада, побеждены и сейчас не представляют
никакой опасности. Так вот Рахат Хусейн оказалась крайней всюду. Она, кстати, уже успела выступить с заявлением, сказала, что вот этим ребятам в Багдаде стоило бы посмотреть на то, что они творят, стоило бы заняться проблемами страны, а не искать виноватых где-то там за рубежом, не назначать их, не составлять какие-то там списки. Такая вот история с Рахат Хусейн, такая вот история с Ираком. А мы сейчас же переносимся вообще совсем на другой конец света, в Южную Америку, в Боливию отправляемся. Южная Америка – это какие-то перевороты, какие-то выборы, ну, в крайнем случае, какая-нибудь гиперинфляция в Венесуэле или какие-нибудь марксистские партизаны где-нибудь в Колумбии. Но сегодня не об этом, ни про партизан, ни про инфляцию, ни про марксистов, ни про кого из этих ребят. Про лягушек буду рассказывать. Невероятная история происходит сейчас в Боливии. Там живет в неволе одна единственная лягушка-самец крайне редкого вида, который называется сихуэнсис. И вот эта вот лягушка, ей сейчас около 9 лет, зовут его Ромео, оказался последним представителем. Никто не знает, есть ли еще в природе лягушки этого же самого вида. Именно поэтому ученые, которые наблюдают за Ромео, сейчас пытаются устроить его личную жизнь. И по всему миру, в первую очередь, конечно, в Боливии, распространяются и рекламные ролики, и даже мобильные приложения сделаны. Специально просят людей искать самочек этого самого вида, для того, чтобы Ромео нашел свою единственную Джульетту, чтобы род не пропал, чтобы они смогли встретиться и нарожать маленьких-маленьких головастиков, из которых потом вырастут новые лягушки этого самого исчезающего вида. Найдется или не найдется Джульетта, никто не знает. Но вот известно. Во-первых, еще проблема в том, что этот вид, он эндемичный для Боливии. То есть только в Боливии жил этот вид, только там фиксировались его обитатели. Ромео, по-моему, 2009 или с 2010 года единственная лягушка этого вида, которая живет в неволе. Других в неволе нет, именно поэтому приходится искать через людей, как-то пытаются найти. Но проблема в том, что уже несколько лет пытались ученые самостоятельно обнаружить самочек, не смогли. Поэтому вот сейчас придумали и приложения, и какие-то там анкеты на сайтах знакомств с мордочкой, со смешной мордочкой Ромео висят. Но пока ничего не получается, пока никто не откликнулся, нету невесты. Еще проблема в том, что сейчас этому самому Ромео 10 лет, и по меркам лягушачьим он, ну, не то чтобы старик, но такой вот, ну, на грани преклонного возраста, по той простой причине, что даже в самых лучших условиях представители его вида почти никогда не жили, по крайней мере, ученые не фиксировали продолжительность жизни больше 15 лет. Так что Ромео стоит поторопиться, вернее, тем людям, которые пытаются найти ему невесту, стоит поторопиться. Я обещаю, что я буду следить, и если удастся боливийским ученым найти Джульетту, обязательно об этом расскажу в одной из своих следующих программ. Мне же пора прощаться. Увидимся с вами завтра в 21 час. Завтра будет один из моих праймов. А в 22 часа, в 22:20 мой коллега Денис Казанский придет сюда, в эту студию, для того, чтобы в прямом эфире рассказать о том, что творит Россия на временно оккупированных ей территориях Украины. Сейчас прощаюсь с вами. Всего доброго. Спокойной ночи.